Предприятие «Полекс Урал» одно из многих в Уфе. Производят там одноразовую посуду и упаковочную тару. «Полекс Урал» работает круглосуточно, без остановок. Четверть российского рынка по выпуску жесткой упаковки для молочной промышленности принадлежит именно этому предприятию. Здесь, даже с учетом пандемии, модернизировали производство, нарастили мощности. Но есть на «Полекс Урале» и проблемы, которые необходимо решать на уровне руководства региона. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Это вся ваша линейка, да? Да, выпускаем более 190 видов пластиковых стаканов, 190 артикулов. А если дизайн брать, свыше 1000. Вот. То есть разного вида. Выпускаем мы премиум упаковку. Это картонная этикетка. Вот она представлена здесь, если картонная этикетка. Далее офсет мы наносим, то есть рисуем на стакане. Потом делаем термоусадочную пленку. И сейчас новая технология – это email-этикетка, то есть вплавляемая этикетка. Она тоже здесь представлена, и оборудование мы увидим. А вот вы по всей стране, получается, да? Да. И да, все крупнейшие молочники, да? Ну, в общем, все международные большие компании, в том числе наши российские, конечно. А на экспорт не отправляете? Отправляем. Если это ближайшее зарубежье, это Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Монголия даже. Монголию даже отправляем, да. Лет 8 назад в Канаду отправляли. Лет 8 назад. Вот. А так это представим, в том числе и, конечно, башкирские компании. Но башкирские компании у нас берут менее 5% на нашей продукции. Но мы говорим, что «Полекс Урал» занимает порядка 25-26% всего российского рынка. Но это достаточно много. По сути дела, это каждый третий стакан в России, это стакан, который выпущен здесь. Еще раз хотелось бы сказать, если можно, вот наша схема нашего завода, вот мы сейчас находимся конкретно вот здесь, вот, да, то есть это у нас цех экструзии, вот экструзионный цех, цех формования и нанесения цветной печати, это цех цех АМЛ, термопласт-автоматы. И вот мы строим большой складской комплекс для себя. Вот это достаточно инвестиций, которые сегодня мы вкладываем порядка 450 миллионов вот в эти строительства этого склада. Она позволит нам повысить выработку, в том числе рабочие места. Высокое здание какое-то будет, да? Да, вот это, оно 22 метра в высоту, одноэтажное здание, а это погрузочная зона. Компания работает круглосуточно. У нас мы не останавливались за 19 лет ни разу, кроме как какого-то планового ремонта. Работники работают 4 смены. График очень удобный для них. Это 4 дня они работают, 2 дня в день, 2 дня в ночь и 4 дня дома. Это позволяет им, тот, кто хочет заработать, они приходят в свои выходные, и у них есть возможность заработать. Интересно. Вот. Да, здорово. Впечатляет. Вот у нас здесь 4 линии экструзионных. Они выпускают, здесь мы делаем лист. Вот вы посмотрите сейчас, подойдем. Выпускаем полипропиленовый лист, из которого потом уже в другом цехе мы вот такой разной толщины от 0,2 миллиметров до 1,4 делаем. То есть смотря в зависимости, какой стакан необходимо. Это вот итальянское оборудование. Оно достаточно уже у нас работает, 19 лет уже это работает. Мелкий ремонт производим сами, а когда крупный ремонт, мы приглашаем их, они с удовольствием приезжают и помогают нам. Но в основном все это электроника. Вот данный аппарат, он дает 1000 килограмм в час. Вот, достаточно очень мощный, очень большой. Он
видите, он делает сразу широкий, а там в конце он его делит, и получается 2 ролика сразу. Потом это все взвешивается, учитывается. Тоже итальянские. Людей нету практически, да? Ну, такой автоматизированный. Там, да. Здесь работают машинисты экструдеров, но тоже зарплата. Все зависит тоже у них от выработки. То есть, если он хочет, он может здесь заработать до 100, до 110 тысяч может заработать. Но тот, кто хочет, он может заработать. То есть мы постарались создать условия, чтобы человек здесь мог заработать. Не зарплату получить, а заработать. Это уже переходит, отсюда поставляется эта продукция, взвешивается это для учета. Присваивается ему паспорт этому ролику, и он уже точно знает, к какой машине он приедет. Все уже машина, компьютер, система высчитывает и говорит, этот ролик должен идти на эту машину, потому что там идет данный выпуск идет. В каждой смене порядка 70 человек, в каждой смене рабочих имеется специально, которые каждый знает, с утра приходит, вот на экранах он видит, что он должен делать, куда он идти, какую продукцию он выпускает. И вот у нас есть вот такие терминалы, где каждый работник может подойти любой, и сколько он заработал на сегодняшний день. Да, она смотрит, о, сегодня у меня так, дай-ка я немножко поднатужу, чтобы было у меня 1040. И вот она может с работы посмотреть, сколько она заработала на сей момент. Вот это у нас термоусадочная пленка. Вот наносится она посредством, как вот яйца же на Пасху делают, вот такая термосадочная пленка, да. Сначала делаем стакан, а потом уже на нее наносим. Вот таких видов свыше 1000. Вот. Ну, кому что захочется делать. Один однажды бизнесмен заказал себе, я люблю свою жену. Там. И все это уже поехало, да? Да, это на склад и потом уже уезжает. То есть компания все сертификаты получила, ХАС, БРТ. Вот это международный сертификат, который дает право нам выпускать такую продукцию по санитарной гигиене. А мы вошли и 100 лучших товаров Башкортостана тоже вошли. Да, и он выходит уже тепленький еще, да. Она их укладывает, а потом это первый передел, а потом уже распределяет куда что. А это потом перетапливается? Да, и потом вот сразу лист перемалывается и снова идет тот корпус, снова делает лист. Перемал, то есть почти безотходно. Вот как пельмени делаешь, тоже собираешь, да, потом да, опять. да. А это тоже отдельно дробим и также поступает на экструде. Поэтому фрак у нас получается только если цветной. Мы цветной уже не эксплуатируем, да. Вот таких у нас 14 линий. Например, вот это, например, здесь уже вот такие стаканы. Ну, то есть таких 160 видов стаканов белых. А на них уже мы можем что угодно делать. Да, и получается вот разного, кому что нужно. Женщин много, да? Женщин много работает. Да, в основном девушки у нас здесь до 35 лет. Очень много молодых. Очень много.
Вот здесь, допустим, наносим картон. Вот этот участок наносим картон. Вот она, этикетки нам составляют наши российские типографии. Это Челябинск, там, Казань, Москва. Да, вот они, этикетки. Такие вот. Их под жаром. Да. И вот кому какой надо, вот они. А здесь уже вот мы наносим печать, уже краска, офсетная печать, как в типографии. Тоже, кому тоже как нужно. Говорит, мне нужна офсетная печать. Кто-то говорит, мне нужен картон. Кто-то говорит, мне нужна термоусадочная пленка. Это вот уже такая. А что вы смотрите, скажите? Брак по дизайну, чтобы не было никаких пропечаток, чтобы ничего не заворачивало, чтобы рисунок сидел как на образце эталоне. Сейчас все ровно? Сейчас все хорошо, все нормально, машина работает хорошо. Спасибо, удачи вам. Вот там мы складируем. Почему мы временно это складируем? Пока нет у нас того склада. А так, когда появится, у нас вот отсюда будет уходить сразу продукты в тот склад. А там мы планируем расширить производство, то есть добавить еще и разделить немножко, потому что пока очень скучно. Мы разделим, и у нас будет комфортно. Я предлагаю пройти другой. Это вот все готово у вас. Да, здесь у них у каждого свое парковочное место. Вот, смотрите, вот у него паспорт рулона, и он абсолютно не может никуда не попасть, только на свое место. Толщина вот такая вот. Вот из него продавливает стаканчик. Да, разная она бывает от 0,4 мм до 1,3, в зависимости, какой мы стакан делаем. Если высокий стакан, то толще пленка. Если низкий стакан, тоньше. И самое главное, чего мы достигли, это когда перевозим, а мы же перевозим в фурах. А вы сами или у вас самовывоз? Нет, мы сами доставляем. Доставляем. Но перевозчика нанимаем и доставляем. Но они фуры, они холодные. Зимой, в зимнее время суток, Трескается. она может трескаться. Поэтому мы перешли вот на этот, перешли на Сибур, который позволяет нам никаких присадок, никаких примесей не делать. И достаточно прям. А здесь раньше что было? Вот до того, как вы сюда пришли. Это мы построили. А это вы все Да, построили? земля была у Чародейки, компании Чародейка, а все это мы в чистом поле построили все. Здесь ничего не было приспособлено, именно под себя. Я так понимаю, вы сами так и двигались. Да. Может быть, вы помните такого, начинал Василий Сергеевич Терентьев, такой был директор производства полипропилена у Пауэрсинс. Нет. Не помните? Нет. Ну, он начинал технологию. Ну, мы вместе уже были. А тогда профессор один с этого Менделеевского университета говорит, очень хорошая тема – это одноразовая посуда. Мы вроде кинулись в сторону одноразовой посуды, делать именно одноразовые вот эти ложки, вилки. Да, тарелки. Но это оказалось вообще невыгодно, абсолютно. И у нас так и формы остались, и мы перешли именно делать упаковку для молочной промышленности. Именно для молочной. Ну, это востребованное, очень востребованное. А вот вы там с Российским фондом промышленности, с какими-то инструментами никогда не работали, Нет, да? никогда. То есть вам главное не мешали, чтобы, да? Безусловно, конечно, чтобы не мешать это одно. Да, наверное, самое главное, чтобы не мешалось как. Как раз и проговаривали, то есть они взяли кредит на стройку, а на оборудование вот будем прорабатывать, чтобы в новое здание как раз через ФРП взять. Давайте.
Давайте. Пойдемте вот посмотрим еще один корпус, который, я говорил, это термопласт автоматы. То есть здесь другая немножко технология. Это, я так понимаю, поновее цех, да? Да, это вот это оборудование мы установили прошлым летом, наверное. Прошлым летом установили 5 линий пока. Здесь будет 25 таких линий. Пока стоимость каждой инсталляции в среднем 50 миллионов. Вот. Что он из себя представляет? Он представляет из себя литьевую машину, которая... Дай достаточно. Вот здесь уже, если вы там видели картон, да, а здесь уже она вплавленная. Видите, все, уже это... Ну, это уже такой более высокий уровень. Да, это уже премиум упаковка, да. Она буквально вплавляет ее. Накладных здесь меньше, не надо там... Здесь нет, вот видите, ни листов нету, ни дробленки нету, ничего. Здесь цикл. Ангелина, цикл расскажи, пожалуйста, вот. Получается, у нас поступает сырье, гранулы, дозаторы, затем сырье поступает в цилиндр экструдера, где перемешивается с помощью штека, и с помощью нагревательных элементов происходит расплав сырья. Затем под высоким давлением происходит через горячий канал впрыск сырья, уже формообразующие, в которых робот вкладывает уже email-этикетку вплавляемую. И таким образом форма смыкается, впрыск сырья происходит и образуется у нас изделие. Включается режим охлаждения, изделие охлаждается, форма открывается и получается у нас стакан. Если вот посмотрите, Ради Фаридович, одновременно робот вот уносит туда, вот он взял этикетки, туда уносит, и заодно сразу забирает готовый стакан. Видите? Сразу. Если туда уносит этикетку, там происходит литье, да. Но очень хорошее производство, ни мусора, ничего нет. Это... И оно, и производительность труда намного выше, да? Да. Не надо переставлять, Не перекладывать. Вот тот полипропилен, который мы там видели, он пищевой. Обычно пищевой полипропилен. Он никаким образом не может здесь участвовать. Он просто не пойдет. У него расплав, температура расплава совершенно другое. Стакан может просто как вода быть. А этот литьевой. Есть трубный, специальный для труб. Вот именно литьевой он и применяется. Вот сейчас вот его в Европе больше всего участвует. Вот именно в литьевых. Туда пошла Европа. Чтобы не делать вот эти разные переделы. Сначала лист, потом формование. По пути да. времени. А это сразу, вот видите, вот на глазах получается готовый стакан совсем вместе. И никакого отхода нет. То есть главное здесь на развитии очень много. И возможностей, и желаний. И самое главное, желание есть это делать. Подрядчики основные, это здесь компания, генеральный подрядчик компания Red-Mates. Она долгое время работала в Башкирии. Здравствуйте. Представитель подрядчика. А панели где берете? Здравствуйте. Ярославль. Внизу пластрон. Мексиканские, нет? Нет. Немцы построили в Ярославле свой огромнейший завод по конструкциям, металлическим конструкциям. Это уже второй наш опыт. Вот это здание тоже по этой технологии построено. И мы пошли по их пути и тоже этот построили. Это чисто немецкая технология. Именно она основана на... Вот как бы вы увидите, основание... Сама колонна огромная, основание маленькое. И оно как на шарнирах может ходить в случае, если каких-то да. Вот генеральный подрядчик. Расскажи, пожалуйста, пару слов про это. Да, это мы вводили. Завод находится в Ярославле, полнокомплектный здание. Мы привозим, понимаете. То есть вы просто монтируете все, да? Они там проектируют. Сколько стоит, вот сколько здесь сколько квадратных метров стоит в результате? Это высокое очень здание, 27 метров высотой. Поэтому здесь получилось где-то порядка 15 тысяч квадратных метров. Это здание. Плюс работа по этому. А тут сэндвич-панель, да? Мы наборную делаем. А теплоемкость какая у нее? Она лучше, чем обычный сэндвич. Потому что стыков нет. Когда сэндвич он собирается, расширяется, он должен стыки обязательно иметь, иначе будет вспучивание.
А у нас он сплошняком идет, утеплитель, он такой рулонный, он соединяется там за стеной, поэтому как бы как одеяло напутанное такое получается. И как термос Да, получается. очень энергоэффективно. Вас равно приходится его стыковать. Мы там его когда стыкуем, у нас с обратной стороны армированная там пароизоляция такая сделана. Она на нержавеющих скобках. Очень, ну, как сказать. А вот эти 15 тысяч квадратных метров Да. входит все, Это и, здание. ну, и полы, и Нет, А, это коробка. Вот только именно коробка, да? сталь, вот кровля. Кровля там очень хорошая. А кровля какая? Фальцевая кровля шикарная. Фальцевая. Там ни одного самореза. Она вниз сползает, когда нагревается, и сползает наверх, когда остывает. Ни одного самореза нет. Такая. Мы единственные поставщики. С этого склада вот мы сделали подземный выход вот в тот, и все корпуса у нас будут соединены. То есть вся продукция, все изделия, все будет в этот склад проходить. Сейчас вот здесь обустройство делается. Тут 22 метра. Оно одноэтажное. А тут козловой кран будет или нам не нужен козловой кран? Нет, там не будет. Там будут стоять узкопроходные штабелеры, которые работают без человека. Сам То есть по это уже системе. умный у вас склад, да? Вот 8 проездов у нас будет, 84 метра длина этого проезда, и будут стоять 8 этих штабелеров. Но мы, конечно, все равно, не доверяя европейцам, своего оператора все равно ставим туда. Обязательно. Ну вот, как бы вот этот проезд, вот видите, вот ограждено, где забор вот этот. Там вот его туда да, подъем. вот его буквально на 8 метров. Вот. Да, и тогда бы был организован проезд. Проведите встречи, сам лично выйдете, решите вопрос. Возьмите. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, цоколь. Сейчас идет утепление этого цоколя. Ну, то есть склад, он, ну, не холодный склад будет, да? Да, не холодно, а нам для хранения нашей продукции Ну да, вам же достаточно не выше плюс 10. И поэтому мы достигаем этого, чтобы было плюс 10. Вот сейчас идут работы по огнезащите, и приступаем мы уже к полам. Вот видите, вот так вот будут у нас стоять стеллажи. А вы на выставках участвуете, получается? Да, конечно, участвуем. И сами, и как выставляемся, и как посетители тоже на больших вот эти устраивают всемирные, международные выставки. Но там уже дело принцип, как бы мы там обязаны быть. Но Европа считает нас... Там, А конкуренты у вас где в России? Подмосковье, наверное, да? в Подмосковье. У нас еще есть завод, наш же относится в Протвино. Ваш? Серпухов, да. Ваш, да? Да. А основные здесь конкуренты, это вот в Магнитогорске. А мы выбрали именно вот эту точку Уфу, где она по всем... А вы сами с Уфы? Да, я сам с Уфы, да, я уфимский. У них что, вот автобусы рассказали, нет? А? Про автобусы. Да, вот мы 3 автобуса. Ну, собираете людей, да? И собираем людей с Благовещенска, До свидания. Спасибо. с Благовещенска, с Красной Горки и с Тавтиманова. Вот по всей этой дороге мы сюда собираем работников. Это трудяги, которые, ну, я не знаю, радуюсь только на них. Могу им поклониться даже. Поэтому вот такое предприятие. Спасибо, приятно. Всего доброго. Удачи вам. Взаимно. Тогда мы и работаем вместе, да? Там хочется вам помочь, тогда, ну, так, мешать точно не будем. Не переживайте. Всегда нам звоните, какая помощь нужна, что, как это. Ладно. Давайте, Фарид, не сочтите без Давайте, пожалуйста, можно автограф на наш Конечно. стакан? Так, Можно на крышке вот здесь? вот Да сейчас. прям сверху. А я вот Ага, вот внутри. здесь. Ну да, это, конечно.
Благодарю. Теперь всем заказчикам надо показывать. Себе держи, никому не отдавай. Вы мне дайте пачку, я на работе подпишу и верну. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо. Спасибо. До Спасибо. свидания. Замечательное предприятие. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.